На чем экономить бы я не стала. Ремонт мы сделали относительно быстро, и двери, так же как и пол, их очень тяжело демонтировать. Самый приятный этап в ремонте — это, конечно же, декор. Мне очень нравится именно этот этап, потому что его можно смаковать. Всем привет, меня зовут Айбадульна Азиза, и сегодня я хочу поделиться своими лайфхаками по ремонту, своим личным опытом, как это было и как мы это все пережили. И первое, о чем я хочу сказать, это нужно выдохнуть и понять, что все может пойти не так. Могут быть превышение сметы, смещение сроков, ошибки бригады и прочие проблемы, которые были у нас, поэтому просто выдыхаем и принимаем ситуацию. Также расскажу про цифры, сколько что стоило, где мы смогли сэкономить, а на чем экономить не стоит. Погнали! Очень правильным и важным решением было нанять дизайнера, потому что в какой-то момент я думала, что вывезу все сама, но потом, поняв весь объем, что это целая пустая квартира, которую нужно распланировать и впихнуть невпихуемое, я решила, что нужно обращаться к дизайнеру, и это было идеальное решение. Изначально это трехкомнатная квартира с 2 спальнями, залом, отдельной кухней и 2 санузлами. Но мне очень нужно было, чтобы добавили сюда еще и гардеробную. И как раз-таки именно дизайнер решил, куда нам ее можно поместить. И сейчас я очень рада, что у меня есть отдельная гардеробная, в которой я могу хранить свои вещи, только свои вещи, и никто туда не заходит. На самом деле ремонт мы сделали относительно быстро. Единственное, на чем мы остановились и долго ждали, двери, потому что тогда как раз была не очень налажена логистика с соседней стороны. И вот на этом мы прям застопорились, помню. Но самая главная сложность началась с того, когда мы планировали, что ремонт выйдет у нас где-то в 15 миллионов. Почему-то я себе придумала такую цифру. И моя подруга мне сказала: это нереально, ставь где-то половину от стоимости квартиры, будет стоить ремонт. В итоге с 15 миллионов мы каким-то образом ушли до 43 и потратили на ремонт 43 миллиона. Вот. Мы живем в этой квартире уже больше года, и по прошествии времени могу точно сказать несколько моментов, на которых не стоит экономить. Первое — это пол. Я помню, что когда первый раз мы приехали в магазин, и я узнала, сколько стоит паркет, и сколько стоит паркет именно французская елка, я просто хотела уйти оттуда и больше никогда туда не возвращаться. Но потом со временем нам и дизайнер сказал, и бригада сказали, что именно пол должен быть очень хорошего качества, просто потому что ты можешь поменять там смесители, ты можешь поменять какие-то ту же мебель и так далее, но пол — это база. Здесь у нас скрытые двери, которые тоже идут вровень со стеной, вообще все такое вровень. Очень хотелось, чтобы было максимально минималистично. Но как раз-таки двери, так же как и пол, их очень тяжело демонтировать, что-то переделать, поэтому лучше об этом позаботиться заранее. На чем экономить бы я не стала, это на фурнитуре, потому что ты открываешь, закрываешь эти шкафы постоянно, и если вы хотите, чтобы это было долговечно, то лучше туда вложиться хорошо. Самая большая экономия, которую я запомнила за весь ремонт, это, наверное, свет, потому что мы пошли в салон, и нам там насчитали света где-то почти на 2 миллиона, а потом нам дизайнер сказал: езжайте вот в это место, я там всегда беру вот такие-то споты, классные, замечательные, и мы отдали около 200 тысяч тенге. Самая большая проблема — это найти хорошую бригаду. У нас этой боли не было, потому что, опять-таки, наш дизайнер, у него была своя проверенная бригада, он нам посоветовал ее, и ребята ни разу не сорвали ни одного срока, и все делали вовремя, к ним вообще никаких нареканий. Кстати, еще очень важное решение, которое нужно вам принять вместе с тем, с кем вы делаете ремонт. В моем случае это было с супругом. Кто из вас будет хорошим, а кто злым полицейским для вашей бригады? Потому что если вы будете оба добрые, то это может затянуться где-то на несколько лет. Но на самом деле за ними всегда нужно следить. И даже за тем, если они делают это вместе с мужем, потому что иногда они тупят все вместе. И ты потом сидишь, смотришь и такой: ладно, так,
Кстати, у нас сохранилось несколько записей, что сколько стоило, и сейчас я могу озвучить эти цифры. Итак, пол у нас выходил на 5 миллионов, ванна, просто сама ванна без каких-либо других раковин и прочего, она выходила 1 300 000. Потолок натяжной мы сделали, хотя можно было делать гипсокартоновый, но этот как-то более практичный, 1,5 миллиона. Плинтус 1 200 000, 1 300 000, что-то такое. Двери 2 300 000. Мебель, которую мы заказывали, встроенную, 10 миллионов. Понятное дело, что был еще там диван, кровать и прочее. Это уже отдельная сумма. Но техника где-то 5 миллионов вышло, если полностью всю брать, с стиральной машиной, там, посудомоечной и прочим. Керамогранит 1 800 000. И работа нашей бригады была где-то 5 миллионов. Самый приятный этап в ремонте – это, конечно же, декор, на который тоже нужно оставить определенный бюджет, потому что, как оказалось, например, там, шторы – это тоже хороший большой кост, то есть это выходило где-то более 1,5 миллиона. И на декор где-то у нас ушло порядка 2, может быть, даже чуть больше миллионов, но это мы делали постепенно. То есть в чем прелесть декора? То, что ты можешь еще вот этот вот флер обустраивания своего гнезда продлить еще там, на год или даже больше. Мы до сих пор, например, в некоторых местах еще не завершили свои комнаты. Также, вот, например, в зале у нас нужно найти какой-то красивый ковер. А в целом мне очень нравится именно этот этап, потому что его можно смаковать. Но самый большой кост — это, конечно, встроенная мебель, потому что ее много, то есть она есть в каждой комнате, и она где-то заняла 25% от всего бюджета ремонта. Ну и, конечно, нужно сказать заранее, что 12 лет назад я, наверное, правильно выбрала свою профессию, хотя тогда я и не знала, что будут такие полезности в будущем. Это то, что я блогер, и некоторые вещи, некоторые опции мы брали на бартер, то есть мы предоставляли там рекламные услуги, снимали что-то, рассказывали у меня на странице о том, где можно купить, брали скидку для моих подписчиков, для того, чтобы всем было win-win, и таким образом брали, например, там, материалы или технику и прочее. И все же, несмотря на все сложности ремонта, я желаю каждому прожить этот момент создания своего собственного жилья, потому что это невероятно. Ты, конечно, начинаешь себя очень сильно ценить, гордиться собой, ценить то, что тебя окружает. И всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что мои лайфхаки вам помогут в будущем. Всем своих собственных гнездышек. Пока!